На тематических площадках с навигаторами детства встречаются представители региональных органов исполнительной власти, преподаватели региональных институтов развития образования и вузов. Особенно ценно участие в конференциях наших социальных партнеров, представителей движения первых и региональной родительской общественности. Искренне уверен, что найденные в Союзе теории и практики коллективные решения будут востребованы всеми, кто своей профессиональной миссией выбрал воспитание. Конференция открывается с приветственного слова директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова. Обсуждение новых подходов и философии воспитания очень актуально в современном обществе, где важно учитывать особенности и потребности детей, семьи и общества. Практически во всех образовательных учреждениях с появлением советников созданы штабы воспитательной работы, центры детских инициатив, школьные исторические музеи, спортивные клубы и медиацентры, что позволяет существенно расширить диапазон воспитательной работы. С появлением советников по воспитанию многие дети начали раскрывать свой потенциал и с большим энтузиазмом участвовать как в творческих, так и воспитательных мероприятиях. Важное влияние на формирование мировоззрения детей играют их наставники в школах. Вдохновить, раскрыть и сплотить. Конференция объединила усилия 136 специалистов образовательных организаций. Каждый спикер представляет в докладе свой опыт работы наставником. Копилка наград и достижений моя и моих активистов также пополнилась. Например, на республиканском фестивале «Спорт первых» наша команда заняла первое место. Во Всероссийской военно-патриотической игре «Зорница-02» мы заняли третье место. Стали призерами муниципального этапа квест-игры «Знаете свою историю». Приняли участие в форуме выставки «Россия. Страна возможностей», где наш ученик нашей школы ездил в Москву. Стать связующим звеном между школьником и взрослым. Задач у советников директоров много. Джамиля Акадзоева в этой должности только 2 года. Но молодой специалист уже успела стать победительницей регионального форума педагогических чтений. В нашей школе очень сильно слажена работа именно по воспитанию, потому что воспитание – это основная часть жизни детей. Если мы не будем воспитывать своих детей именно в плане патриотизма, то они не будут знать, что им делать, как им говорить, что вообще происходит в нашей стране. Поэтому огромное внимание уделяется именно патриотическому воспитанию в нашей работе. Также в рамках конференции работают 3 площадки. В каждой предусмотрены не только доклады спикеров, но и мастер-классы. Эта ежегодная конференция проходит в регионе уже во 2-й раз. Главная цель – объединение усилий для совместного воспитания подрастающего поколения и разработки комплексных мер по поддержке воспитательной деятельности. Всем составом советников по воспитанию организовано и проведено более 4000 мероприятий во всех образовательных учреждениях, и сегодня существование советника уже стало неотъемлемой частью воспитательной работы во всех образовательных учреждениях. Именно поэтому сегодня мы в рамках этого мероприятия планируем вывести самые успешные, лучшие смыслы, практики и уже транслировать их в других образовательных учреждениях. Создать резерв специалистов, отвечающих за воспитательную работу в школах и СУЗах. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта образования, инициированного Владимиром Путиным. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.